на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре пятница, 21 октября. Бесплатное двухразовое питание в школах и посещение кружков и секций в государственных образовательных организациях. Такие льготы в регионе предоставляются детям, чьи отцы были призваны на военную службу. Меры соцподдержки семей мобилизованных граждан пополняются. Например, на днях глава администрации Чебоксар подписал постановление, согласно которому малыши, чьи папы защищают родину, будут бесплатно посещать детские сады. Кроме этого, для семей мобилизованных в столице Чувашии решили сделать экскурсию на погранично-сторожевой корабль «Чебоксары» бесплатной. Для этого члены семьи должны предъявить соответствующие документы. Посетить сторожевик можно с понедельника по пятницу в 14 и 16 часов. Любите ли вы путешествовать на машине? Если да, то следующая новость вас точно заинтересует. Республиканские власти намерены развивать в регионе автотуризм. На днях в Минэке прошло совещание на эту тему. В нем приняли участие представители 3 районов – Шумерлинского, Ядринского и Комсомольского. Муниципалитеты заявили, что им есть чем заинтересовать автопутешественников. В районах можно организовать охоту и фотоохоту, рыбалку, а также пешеходные экомаршруты и велотуры. Сейчас в республике готовят подпрограмму по развитию автотуризма. Ее власти намерены включить в региональную госпрограмму «Развитие туризма и индустрии гостеприимства». Уже несколько сотен историй об именитых уроженцах и жителях нашего края вместил в себя главный информационный ресурс этого года – сайт земляки-чуваши.рф. Напомним, его запустило региональное министерство цифрового развития. Здесь собрана уникальная коллекция о выдающихся людях, которую жители Чувашии могут дополнить. Для этого в разделе «Земляки» нужно найти вкладку «Герои среди нас». После нажать на кнопку «Предложить своего героя» и заполнить форму. На сегодняшний день обработано более 160 заявок. Еще 20 проверяют редакторы газеты «Советская Чувашия». Отмечу, что возрастных ограничений для героев нет. Главное, чтобы человек совершил что-то действительно полезное и важное. То, о чем должны знать другие. До конца года выдающихся земляков осталось чуть больше 2 месяцев, поэтому у кого есть желание внести своих родственников на этот сайт, хочется немножко их поторопить, потому что, скорее всего, с Нового года данные подниматься перестанут. Но сам сайт будет существовать всегда. Какие темы на этой неделе жители республики активно обсуждали в социальных сетях? Расскажем прямо сейчас. Где дорога хуже? Спор на эту тему разгорелся между жителями Канашского района и Чебоксар. На этих кадрах проезжая часть между деревнями Тюлько и Задней Яндоуши. В комментариях некоторые пользователи интернета стали сравнивать это подобие дороги с многострадальным Лапсарским проездом в столице. Мол, это у нас настоящее бездорожье. И в качестве доказательства приложили видео. Тыква – гигант. Огромный овощ весом 73 килограмма вырастил 9-классник из Чебоксар. Мальчик не первый год увлекается растениеводством. Уборку урожая с сюрпризом. В Яльчикском районе сельхозтехника выгнала семейство кабанов с оставшегося нескошенного островка. В панике животные, которых, судя по видео, было не меньше 30, скрылись в ближайшем лесу. Таковы вести к этому часу. Желаю вам легкого завершения рабочей недели и интересных выходных. Оставайтесь на телеканале «Россия».